2018 год стал весьма успешным для абхазского бокса. Победители международных турниров пополнили запасы трофеев, медалей и кубков, а также подняли рейтинг абхазских спортсменов на международной арене. Во всех трех возрастных категориях, по словам тренеров, есть сильные боксеры, способные завоевать призовое место в любом турнире. Буквально недавно мы приехали с первенства России, где 4 наших мальчика выступали, 2 из которых попали в сборную России. Но отобраться где более 200 участников. Недавно состоялся турнир памяти Грекова. Там выступал мальчик с Гудауты, Качарава, Саир Качарава. Он там стал вторым хорошему мальчику, в финале проиграл, равный бой был. Также у нас боксировал там Баграт Таня. Вторым стал возили мы ребят с Валерием Орланом в Тольятти, в город Тольятти, на всероссийский турнир. Гудаутских ребят возили, Аляс Лейба и Марат Исава. Аляс первым стал, Марат третьим. У нас есть еще и профессиональные боксеры, Батал Чежия, Игорь Адлиба. А также у нас есть Владимир Полозян, он в Краснодаре выступает, он успешно провел 3 боя, в 3 одержал победы. Хотел бы отметить Джамба Сабри, который в этом году стал победителем первенства края, Краснодарского края. Артур Джидарян, он и край выиграл, мальчик, и ЮФО. Разминка, бой с тенью, состязание с мешком, спарринг. Так ребята тренируются по 2 часа 5 дней в неделю. Сегодня в зале бокса собралось не так много народу. В празднике не все спортсмены находятся в Сухуми. Но, по словам тренеров, везде зал полон народу. И с каждым годом желающих заниматься боксом становится все больше. С каждым годом больше и больше ребят приходят, потому что кого-то брат приведет, кто-то по 2 ходят, 2 брата, ровесники. И по телевизору смотрят. То есть хотят быть на кого-то похожими, в конце концов сильными хотят быть. Среди воспитанников школы бокса есть вполне серьезные спортсмены, уверенно соревнующиеся за сборную Краснодарского края в первенствах России. К сожалению, возможности выступать под флагом Абхазии у них нет, но хотя бы есть шанс заниматься избранным видом спорта на высоком уровне. Конечно, обидно, когда выступаешь под своим флагом, более мотивированный, более хочешь продвинуть свою страну. Но так особо разницы большой нет. Конечно, хотелось бы под флагом своей страны выходить, но пока нет такой возможности. Совсем недавно Лаша вернулся из России с серебряной медалью. На первенстве страны он провел 4 боя, но в последнем уступил сопернику и стал вторым. Я после боя уже подумал над своими ошибками, и у меня был шанс выиграть, но я, видать, чуть перегорел от серьезности соревнований и не получилось сделать все, что хотел. Победы, поражения и снова победы – будни любого спортсмена. Но в жизни каждого боксера есть бой, который он непременно мечтает выиграть хотя бы раз в жизни. Чемпионский титул – цель, пожалуй, каждого из этих ребят. У меня есть цель выиграть первенство России, первенство Европы и быть в сборной России. По словам Лаши, абхазские спортсмены всегда выгодно отличаются своей подготовкой среди соперников на международных соревнованиях. С 21 по 24 был в Сочи турнир новогодний. Я имел 2 боя и в 2 боях одержал победу и занял 1-е место. Легко было? Не очень тяжело. Не знаю, соперники чуть послабее меня были. Боксеры младшей группы реже участвуют в соревнованиях за пределами республики. Они нарабатывают опыт во внутренних турнирах. Многие весьма успешно. Я ездил на соревнования в Гагру, Пицунду, в Адре, в Ачамчиру, в Ткварчал. Я занимал 1-е места. Вот сейчас недавно были соревнования. Я с 1-го раунда выиграл технический нокаут. Иной раз бывали поражения. В основном победы. Армен мечтает стать чемпионом мира. И очень может быть, что у него это получится. Да, не все из этих ребят станут первыми боксерами на планете, но, несомненно, каждый из них будет сильным, способным постоять за себя, дисциплинированным и волевым мужчиной. Потому что спорт формирует не только красивое тело, но и твердый характер. Марьяна Котова, Раму Камке, Абаза ТВ.